УДГУ. За почти столетнюю историю построено 7 корпусов, обустроен сквер, проложены переходы под и над землей, и все в центре города. А ведь старожилы Ижевска помнят, раньше ничего этого не было. Было кладбище. Так получается, главный университет Удмуртии стоит на костях. 20-е годы прошлого века. Вокруг Погостной Троицкой церкви ничего, кроме кладбища. Удмуртской нет, есть совсем короткая улица 13-я. Это самая окраина города. Постепенно Ижевск разрастался, и в 29-м году кладбище, а позже и церковь, закрыли. Могилы начали разворовывать, а все, что оставалось, убирали комсомольцы на субботниках. Кто-то же должен расчищать территорию. Причины, естественно, исторический нигилизм советской власти. То есть мы строим царство коммунизма, светлое будущее царство, и все эти там царизмы, все эти какие-то, значит, оружейные заводы, мастеровые, попы и так далее, это все отжившее, это надо ломать, уничтожать и так далее. Эта политика началась сразу в 17 году. Границы любого кладбища постоянно смещаются. Определить их наверняка сложно. По картам Старого Ижевска видим, погост лежал между Красногеройской и Советской по северу-югу. По западу граничил с улицей Ломоносова, а на востоке с рекой Карлуткой. Площадь огромная – 22 гектара, почти 30 футбольных полей. Если мы вспомним и посмотрим старые фотографии, то мы увидим, что на современной улице Советской у нас стояло очень много храмов. Это и кирха стояла, и Старообрядческая церковь, и православные церкви. И всех этих прихожан нужно было где-то хоронить. По вещам мы определяли, что у нас в первую очередь, конечно же, были православные жители. Кроме этого, мы находили католиков и старообрядцев. То есть все вот эти документальные данные были подтверждены именно археологией. Еще до закрытия кладбища в год здесь хоронили по 10 тысяч человек. Развивался оружейный завод, росло население, захоронений становилось больше. То есть на кладбище лежало не меньше 150 тысяч, четверть современного населения Ижевска. Шестое десятилетие 20 века. Строится новый физгородок. Сначала появился дворец спорта машзавода, после принялись за Ледовый дворец. Рыли котлованы, находили кости. Третьим на очереди стоял стадион «Зенит». Точно так же делался стадион. Стадион, он насыпной, то есть откуда вот трибуны на чем стоят? Они, в общем-то, на черепах. Вот все это бульдозерами сгребали и вот такой вал сделали. На валу сделали трибуну. Это насыпной стадион. Удобно, все, дешево, но на костях. А это уже новое тысячелетие. Начинаются первые археологические раскопки. Найдено около 3000 погребений. Останки достали, изучили, а после перезахоронили рядом с Троицким собором. Одна могила на всех, кого нашли. Костяки ведь сохраняются не полностью. То есть не нужно представлять, что мы вскрыли погребение, там весь костячок от темечка до пяточек. Нет. Много воды сливается из той же самой стали, да, Ледового дворца. Поэтому грунт переувлажнен, и в этом переувлажненном глинистом грунте кости сохраняются крайне плохо. Поэтому от костяка в лучшем случае фрагменты черепа, например, могут сохраниться, или какие-то части костей скелета. Когда возводили скейт-парк и KFC, землю не копали. Наоборот, чтобы сохранить могилы, засыпали новый слой грунта. Трасса лежит на земляной подушке, а под ней захоронения. Возможно, шестиярусные, как находили при раскопках рядом, у Ледового дворца. Кладбище было там, где сейчас 4-й, 6-й корпус. Вместо библиотеки вообще находилась усыпальница, морг. Граница проходила где-то здесь. Не будь 2-го корпуса, знали бы точно, есть под ним останки или нет. Тайн много. И неизвестно, сколько их еще под нашими ногами.